Старинный удмуртский кубыс — народная скрипка. Традиционный и самобытный, его звуками наслаждались предыдущие поколения. Без него не обходился ни один праздник. Даже свадьба без кубыза не свадьба, а пунышуан. Кубыз — музыкальный инструмент удмуртов. Насчитывает 3 струны. В соседней, тюркской традиции, кубыз означает «музыкальный инструмент». Танцы сопровождают семейные обряды, календарные праздники и гуляния. Яркий и аутентичный апай-щамен-эктон — женский танец шошминских удмуртов. Девушки исполняют его под аккомпанемент кубыза или гармонии. Мужчины прихлопывают в такт. У удмуртов, единственного вот шошминских удмуртов, есть традиция исполнения женского танца апай-щамен-эктон, где именно так настолько канонизировано, что танцуют только женщины, девушки. Ну, если выходит туда мужчина танцевать, то он уже выходил в конце всего круга, что женщины все станцевали, уже выходили танцевать. И на таких веселых праздниках мужчина переодевался в женское платье, платок завязывал и выходил в круг танцевать, конечно, чтобы всех рассмешить. А в каноне, в таком понимании в народе, все и по нынешнее время люди знают, что эта мелодия, этот танец именно женский, что именно женщины танцуют. А подпевают, куплеты подбирают, это в большей части мужчины. Традиция игры на кубызе сохранилась у завятских удмуртов, шошминских. Они проживают в Балтасинском районе Татарстана и Мари-Турекском районе Республики Мари-Эл. Шошминские удмурты продолжают сохранять этнокультурное наследие предков, в том числе через песенное и танцевальное творчество. Истинным таким носителем от старшего поколения к сегодняшнему, переходный период такой, скажем, у нас есть такой исполнитель, музыкант Романов Михаил Ефимович. Кто на кубызе играл, эти музыканты были в каждой деревне, и, конечно, их уважали, ценили, что они такие виртуозы, исполнители, и ни один праздник не проходил без кубыза. У моего отца был крестный Кирломитта, так его звали. Он жил в 20 километрах от нашей деревни, в деревне Семеновка, Семен Починка. И он приезжал в гости в нашу деревню и обязательно с кубызом. Этих музыкантов было много. Я в своей деревне помню, был такой Харитон, на кубызе играл. Театр Айкай
уделил огромное внимание в своем репертуаре, в своей творческой работе сохранению, возрождению и популяризации музыкальной культуры балтасинских, шошминских удмуртов. Это именно женский танец, мужской танец, внешние наряды, женский костюм, мужской костюм. Нам удалось это представить в таком в полном многоцветии, очень интересно, выразительно. И эти постановки у нас уже идут много лет, и они всегда востребованы на любой концертной площадке. У меня отец очень хорошо играл на кубызе. Помню такой момент свадьбы. Это зима была, холодно, ну где-то 15-20 градусов на улице. Я помню, он в кирзовых сапогах таких, вот, чисто одежду, вот я помню. И вот полотенце, вот штук 10-15, наверное. Они из дома в дом ходят, и вот и каждый самый хозяин, там хозяйка дарит как бы полотенце. И вот это фуражки такой, значит, как казак. Знаешь, он так. И играл. Вот я думаю, как у него руки не мерзнут. Все играет на скрипке там, на кубызе там, и как-то это самое, и руки у него не мерзнут. Вот просто у меня такой момент остался. И ведь кубыс-то его не больно-то слышно, а вот все плясали и пели под кубыс. Отец мне дал сначала в руки гармонь, такую маленькую гармошку. И вот рядом, когда вот он играл на кубызе, а я на гармошке. И вот то, что он ставил на колени, вот, и вот играл, когда играет, у него колени вот приподнимает, и как человеческий голос, вот это кубыс, он говорит, я вот могу даже показать, как вот это самое чувство такое вот какое-то. Апаектон. Ай, верашта, скамья барала, верашта, скамья барала, жива дерева, анасия барала, жива дерева, анасия барала, когда сутала, хажирала, маса. Первые упоминания о кубызе были сделаны еще в XIX веке. Они есть у исследователей Макса Буха и Григория Верещагина. Однако этому инструменту повезло меньше, чем крежу, так как в работах этнографов нет зарисовок или фотографий. Первое открытие кубыза принадлежит нашему великому современнику, венгерскому ученому, крупному исследователю Ласло Викару. В конце 50-х годов он вместе со своим коллегой Габрием Берецки, лингвистом, приехал на территорию Волгокамья для того, чтобы ни много ни мало узнать истоки своей венгерской родины.
его учитель Золтан Кодыев договорился с советским атташе в посольстве. Ну, вы понимаете, времена были тогда не очень простые, назревал Карибский кризис, холодный железный занавес, холодная война и так далее и тому подобное. И надо дать должное подвигу Ласса Викара, который не испугался и приехал. Но надо отметить, что все-таки на территорию Удмуртии он не попал. Удмуртия была закрытой зоной, и поэтому он исследовал удмуртские территории за пределами Удмуртии. Это Татарстан, Башкортостан, возможно, и где-то в Марийской он тоже побывал в удмуртских деревнях. И тут он пишет с восторгом о том, что он обнаружил исполнителей на скрипке, на кубызе, много лет спустя. По следам Ласса Викара отправились и мы. И тоже обнаружили эту традицию живой. Это территория Балтасинского района и небольшой части Марийской республики, Карлаганский край. Музыкальный инструмент как изготавливались самостоятельно, так и, например, в 20 веке после войны стали появляться скрипки европейского происхождения, трофейные, как правило, которые приспосабливали для игры, для исполнения традиционных напевов на уже европейском инструменте, получается, на скрипке. Вот. То есть ближайшим родственником кубыза удмуртского является, во-первых, это кубыз, условно тюркский музыкальный инструмент смычковый. Также может здесь являться родственником гудок, щигудок, иногда еще на удмуртский лад называют этот инструмент. Гудок является родственником удмуртского кубыза. У него насчитывается тоже 3 струны. Смычковым музыкальным инструментом он является. Часто ассоциируется именно со скоморохами в русской традиции. И, пожалуй, что вот тюркский кубыз, русский гудок, они вот ближайшие родственники, которые напоминают нам манеру игры исполнительскую и саму форму музыкального инструмента, который в удмуртской традиции называется кубызом. Кубызчи – специальность мужская. Эти музыканты обладали особым статусом. На свадьбе кубыз был незаменимым инструментом, а кубызчи – негласным руководителем гуляния. Нам рассказывали несколько случаев соперничества между мастерами игры на кубызе, когда встречались. Допустим, раньше свадьбы, это было такое огромное мероприятие национальное, этническое, и когда в одном доме встречались, допустим, 2 свадьбы, каждый кубызчи старался переиграть другого, показать, что он мастер, он главный здесь. И даже прибегали иногда к не очень корректным действиям. Например, натирали чем-то неподходящим струны, чтобы того звука не было. Ну вот это то, что мы записали в экспедициях. В Национальном музее Удмуртии хранится кубыз, привезенный этнографической экспедицией из деревни Порез Унинского района Кировской области. Второй обнаружили в деревне Асан Кесского района. Он сохранился только в обломках. Именно этот инструмент стал образцом для восстановления кубыза современными мастерами. Во второй половине XX века кубыз популяризировал венгерский фольклорист, мастер-изготовитель Миклаш Деметр. По его словам, кубызчи в старину сравнивали инструмент с силуэтом женщины. Есть голова, колки, шея, верхняя часть фартука, нижняя часть фартука, талия, боковая часть, лицо. Эта часть называется подставкой. Благодаря ей воспроизводится звук, говорили пожилые. Не без участия Миклаша Деметера в Удмуртии был организован Кубыз-фест – мероприятие, объединяющее кубызчи со всего мира. На этом концерте хотелось показать, что кубыз существует как в традиции, как это раньше, да, бытовалось, именно как свадебный инструмент, инструмент мужской, когда мужчина играет и коллектив, женщина танцует. К нам приехали гости из Татарстана,
из Балтасинского района. И также мы показали современный вариант бытования кубыза, и был экспериментальный блок. Кубызчи Алексей Кузнецов увлекся игрой на кубызе 20 лет назад. За это время смастерил несколько инструментов. Ну, меня инструмент заинтересовал, так как я деревом занимался в то время, резьбой по дереву. Ну и как музыкальный инструмент мне стало интересно, что за инструмент такой, как на нем играть. Собственно, был только инструмент, не настроенный. Ну и Андрей, который не знал тоже, как на нем играть. И были записи Миклаша Деметера. Настраиваю я инструмент каждый раз фактически по-разному, под голос исполнителя. Но первый раз Андрей мне сказал ля, ре, соль. Уже были тюнеры, с которыми можно было проще настроить, скажем так, потому что нотную грамоту я не знаю, и мне без этого сложно было сначала. Но потом я запомнил соотношение струн, как они между собой относятся, и таким образом настраиваю. Думаю, что у деревенских исполнителей тоже не было при себе тюнеров в то время, ни камертонов, ничего подобного, тем более смартфонов. Но они настраивали так на слух. Исполнители держали смычок по-разному. Видимо, как удобно. Кто-то так держит, кто-то так. То есть раз смычок самодельный, и он не в форме лука, мне вот приходится иногда держать так, чтобы смычок был, конский волос был натянут. Ну, либо так тоже я его натягиваю. Ну, инструмент держится вертикально. Когда исследователи спрашивали, почему так играете, а не так, как на скрипке, они отшучивались просто. Инструмент свадебный, говорят, народу много в избушке, тесно. Так вот будешь играть, там глаз выкорешь невзначай. Поэтому, говорит, так играли. По своему опыту Алексей Кузнецов знает, что большинство из старинных мелодий очень хорошо ложатся под аккомпанемент кубыза. А вот, допустим, мелодия с севера Удмуртии. Это мелодия одного из обрядов. Маджес Нуон. Очень хорошо ложится. И, допустим, мелодия Малой Пурги, Малопургинского района. Ну, все они достаточно просто все играются. И все подходят, как правило. Единомышленник и ученик Алексея Кузнецова, музыкант и мастер по изготовлению кубыза Чудья Жени. Сначала он только играл на инструменте, а чуть позже решил смастерить его. Первый кубыз, который я сделал, это был мой дипломный проект в университете.
была возможность такая сделать самому кубыз. Как раз в это время я начинал на нем играть. Ну, учиться играть начинал. Поэтому было интересно его самому изготовить. И после того, как я его сделал и получилось сделать, я сделал себе сам кубыз, свой личный кубыз, а потом меня пригласили работать вот в Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел, вот где мы сейчас находимся. И тут уже я делаю вообще всевозможные народные музыкальные инструменты, в основном удмуртские. Последний кубыз, который у нас купили, это профессор Бостонского университета в Америке. Чудья Жени изготовил несколько крежей, барабан-дамбыр и почти 20 кубызов. Ну, вот примерная форма у кубыза такая, но она может варьироваться по-разному. Это же народный инструмент. Каждый мастер может его по-своему делать. Самое главное это то, что 3 струны и техника игры на нем. На своих инструментах Чудья Жени играет в нескольких творческих коллективах. Основал группу «Постдукес». Есть группа «Постдукес». Это такая электрофолк группа. Раньше она называлась группой «Дукес» просто. Ну вот это 2 девочки, Таня с Лилией, я на кубызе. Они пели народные песни, в основном южных удмуртов, а я подбирал и играл, аккомпанировал им на кубызе. И у нас такой был фольклорный коллектив, получается, с названием «Дукес». Но потом я начал осваивать электронную музыку, программы на компьютере, где оно делается, и оно превратилось в «Постдукес». Делаю такую электронику уже вокруг тех же самых фольклорных мотивов, с тем же кубызом, но очень много музыки электронной, там биты разные, там разные поджанры. Можно вообще там далеко уходить, там прям техно какое-то делать музыку. В коллектив Cat Cubits Евгения пригласили знакомые музыканты, чтобы разнообразить репертуар. История группы началась со знакомства Чудья Жени с Юрием Серебренниковым в январе 2018 года. Творческие ребята сразу поняли, что находятся на одной волне. За несколько дней сочинили 3 песни. Группу называют и Кот Кубыз, и Cat Cubits. Ну, вообще с названием мы, конечно, сначала замучились, да? Скажем так, не знали, как назвать. Ну, хотелось, конечно, слово «кубыз», чтобы было в названии коллектива. Вот, ну, просто «кубыз» не назовешься, и как-то вот получилось. Мне вспомнился один фолковый исполнитель, его зовут Кэт Стивенс, ну, фолк-рок. И как-то так получилось, что я у себя в голове соединил эти 2 названия. Мне так понравилось. И вынесли как-то на повестку дня и решили, в общем-то, утвердить такое название. Вот, название это действительно может быть неоднозначным. Кот Кубыз, Cat Cubits. Можно по-разному перевести, по-разному трактовать, в общем-то. Это кот с кубызом, который странствует и рассказывает какие-то истории. Это действительно можно перевести как «мокрый кубыз». Тут уже действительно игра слов, кто, как. Всегда оставляем какую-то свободу для нашего слушателя и зрителя, чтобы немножечко подумал, помыслил. Музыканты играют в разных стилях и жанровых направлениях. Фолк,
психоделик-рок, гранж, блюз и других. Да, пробуем все на самом деле. Как в свое время Джимми Пейдж попробовал смычок на гитаре, также какие-то совершенно интересные вещи получаются. Случайно издал звук, вроде репетируем, закончили, не знаю, положил инструмент там или случайно задел, о, как интересно получилось. Так, давай введи эту в работу, значит, сидишь, ковыряешь, что-то пытаешься сделать. Ну, вот так вот. Часы работы, на самом деле, выливаются там, в песню. Это уже третий кубыз, который изготовил Чудья Жени, чтобы исполнять на нем свои партии. От инструмента к инструменту он растет как мастер. Вот. Да, потом с обычного акустического появился вариант электроакустический, уже стало проще гораздо, более гибкий, отстройки, не надо микрофон к нему там ставить какой-то рядом или еще что-то. И наконец-то стало кубыз слышно хорошо, что изначально жаловались, так сказать. Вот, мол, кубыз не слышно, да и на студии мы привыкли, гитару включил громко, ну, усилители, все, а вот кубыз так не включишь. Поэтому какие-то, конечно, сложности, особенно с выступлениями живыми, возникали. Но мы это все преодолели благополучно. Многие группы российские не только используют скрипку в своем творчестве. Нам было интересно пойти дальше и использовать наш родной инструмент. Вот он действительно звучит по-другому. Всего 3 струны, очень тембр, ну тембр все равно другой. Он отличительный от скрипки. Кубыз — это про Удмуртию, про удмуртскую традицию, вообще про удмуртов, про тех удмуртов, которые живут в Татарстане, Мариэл, про всех удмуртов, где характерна эта традиция. Кубыз стал каким-то новым таким флагманом для удмуртской музыки. Старинный и самобытный удмуртский кубыз возродился. Через его пронзительные и звонкие наигрыши, задевающие струны души, через людей, хранящих и передающих традиции, прошлое связывается с современностью и будущим.